Из чьих уст родной язык звучит особенно сладко и красиво? Конечно же, из уст самых маленьких. Именно они, дети дошкольного возраста со всех регионов полуострова, стали участниками 10-го конкурса чтецов «Кобелек». Юбилейный сезон организаторы, общественная организация «Истихбаль» и студия «Караденес Продакшн» с помощью банкетного зала «Фидан» решили провести по-особенному ярко, в формате настоящего детского праздника. Ана тілінде мұйт яратмақ, ана тілінде қуанмақ, ана тілінде байрам етмек біздің балаларымызға борышымыз бар. Ана тілімізді білген, ана тілімізді лайф еткен балалар үшін бір платформа асырламаға істедік. Мұнда балалар ширлер айтып, севімлі деген дилдай қайраманларымен көрішіп, böyle güzel hem yarış hem bayram geçirmeye istedik ve her bir балаға büyük teşekkür bildirmeye isteyimiz. Çünkü onlar мұнда келіп, шир айтып, енді халибе қазандылар. Маленьких чтецов оценивали в 3 возрастных категориях – 2-4 года, 4, 5,5 и 6-7 лет. Они должны были не только грамотно и выразительно прочесть стихотворение, но и продемонстрировать свою артистичность. И на этот раз талант и харизма участников удивили членов жюри. Им пришлось потрудиться, чтобы выбрать победителей. Среди самых маленьких им стала 4-летняя Ниаль Джилялова, которая наизусть прочла целую сказку «Аратыр», запомнить которую оказалось бы не по силам и взрослому. Böyle yarışlar bizge yardım ederler ana tilini büyük seviyeye ko'tarmege, çünkü bilemiz ki tilimiz gayip ola ve bu yarışın biz endi çoxtan tanışmız. Benim ikincimde kızım şimdi 7. sınıfta ama balalıktan iştirak etken edi. Onun için çoxtan tanışmız endi mana kichkenenin de nevbeti kelgen. Победителем в средней возрастной группе стал 5-летний Кемал Хархара, прочитавший стихотворение Юнуса Кандыма «Булар Кемнынки», которое вызвало восторг и у зрителей, и у жюри. Çok heyecanlandık, öyle çok duygular. İçimde birinci yerini kazanğanda Harhara Kemal degende men tap yerde duramadım, кувандым. Открытием конкурса стала победительница в старшей возрастной группе, 6-летняя воспитанница детского сада IQ Меркес Мира Горбатюк, проникновенно прочитавшая стихотворение Эмине Усиин «Аналар Севгенже Дунья Хор Олмаз». В нашей семье татарский язык учит Мира Вадимовна Горбатюк, и ему учит нас всех. Но супруга Зейнеп знает, я, к сожалению, пока мало владею, но благодаря Мирочке, маме, а главное коллективу садика IQ Меркес, настоящие профессионалы проделали титаническую работу. Ребенок пришел в садик практически с нулевым знанием языка. Неполных 2 года, и она им владеет. Уровень подготовки маленьких чтецов к конкурсу, их знания родного языка и артистизм поразили профессиональное жюри. Мен чоқсы вақытларда пекеп карланам, ачуланам. Тіл білмеген балаларны рас кетіріп, тіліміз олежек, өзіміз оны yok етеміз дейміз. Ama бүгін bu yarışda bir kere tasdiqladi ki tilimiz yaşayacak. Çünkü acayip ballar keldiler. Onlar tek şiir değil ama bizim suallerimizge cevap verirler. Tilini anlayırlar. İnşallah tilimiz yaşar, öser. Любое соревнование – это не только победы, но и поражения. Но не в случае с детским конкурсом «Кобелек». Здесь каждый ребенок почувствовал себя победителем, получив специальные дипломы и подарки, окунувшись в атмосферу настоящего праздника. Песни и танцы, общие игры с аниматорами и, конечно, фотосессии с любимицей детей Пемпе.